Петр Хрисантович Староватов – активный общественный деятель, участник установления советской власти в Вилюйском округе, обороны Вилюйска от беглых повстанцев. Делегат 4, 6, 8 всеякутских съездов Советов, член Якутского Центрального исполнительного комитета 6 созыва и первый человек в Якутии, получивший звание Героя труда. Родился он 11 июля в 1873 году в городе Якутске в семье бедного казака. В 1892 окончил Якутское реальное училище и был назначен заведующим Чурапчинским одноклассным училищем. В 1893 году, будучи 20-летним парнем, Петр Хрисантович переезжает в Вилюйск. Там он работал учитель вплоть до 1935 года. Его общий педагогический стаж составляет 43 года. В 1935 он начинает работать директором Вилюйского краеведческого музея до конца своих дней. Наш музей, один из старейших музеев республики, первый районный музей, был основан Петром Хрисантовичем Староватовым в далеком 1917 году. В 2017 году мы отметили столетие со дня рождения нашего музея. И мы, вилюйчане, гордимся именем Петра Хрисантовича Староватова. Музей носит его имя, поэтому на нас возложена большая ответственность. Мы целенаправленно проводим работу по сохранению и увековечению его имени, его наследия. Петр Староватов считается первым, кто выдвинул научное предположение о наличии в недрах Якутии многих полезных ископаемых, в том числе алмазов, золота, угля, нефти и газа. По постановлению правительства Республики Саха-Якутия от 13 сентября 1993 года официально признан первым заявителем наличия алмазных месторождений в бассейне на реке Вилюй. Петр Хрисантович Староватов является одним из известных исследователей родного края, в частности, бассейна реки Вилюй. Он исследовал недровые богатства Вилюя и считается первым заявителем наличия алмазных месторождений на Вилюе. Петр Хрисантович Староватов удостоился высокого звания Герой труда в 1928 году. Первым из Якутии, первым из Сибири и даже в том Советском Союзе первым указом Всероссийского Центрального исполнительного комитета 4 самым лучшим труженикам были удостоены такие звания. В том числе удостоился Петр Хрисантович Староватов. Серия юбилейных мероприятий началась с проведения ежегодной научно-практической конференции «Староватовские чтения». Ее организаторами являются Малая академия наук Республики Саха-Якутия, Вилюйский краеведческий музей, Северо-Восточный федеральный университет и администрация города Вилюйск. Участие в конференции приняли студенты учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений, а также впервые школьники средних и старших классов со всей республики. Я с Горного Улуса. Являюсь педагогом Центра дополнительного образования имени Людмилы Егоровны Лукиной. На этих староватовских чтениях от нас участвуют 19 детей. Конференция проводится по 3 секциям – географическое, экологическое и историческое краеведение. Мы каждый год участвуем в различных конференциях. Так мы приобщаем наших детей к научной деятельности. Конференция проводилась в очно-дистанционном формате. Всего приняло участие 142 участника. В очном формате 56 участников, в дистанционном 86. Все участники получили сертификаты об участии в староватовских чтениях. Победители и призеры из числа обучающихся учреждений общего образования получили рекомендации для участия в республиканской конференции конкурсе молодых исследователей. Географическая секция. В староватовских чтениях я выступаю с докладом в географической секции. Участвовал я во многих научных конференциях, например, «Шаг в будущее». Меня также приняли в действительные члены Малой академии наук. Участвую в научно-практической конференции «Староватовские чтения» в географическом краеведении. Я уже занимаюсь этим 3 года и участвовала во многих научно-практических конференциях, включая «Шаг в будущее» и так далее.
Празднование юбилея продолжилось открытием выставки в Музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского «Человек, опередивший свое время» о жизни и деятельности Петра Староватова. На выставке представлено более 250 экспонатов из здешнего Вилюйского, Нюрбинского, Чучунского и Эльгайского музеев и Национального архива Республики Саха-Якутия. Также были представлены предметы, хранящиеся в Эльгайской школе имени Староватова. Специально для этой выставки была изготовлена диорама, где первый герой труда показан на фоне его любимой реки Вилюй. Он был заядлым рыбаком, поэтому в углу диорамы видны сети. Выложенные на фоне коси доисторических животных настоящие. Также на выставке можно ознакомиться с личными вещами Петра Староватова, редкими серебряными украшениями, предметами быта и утвари жителей Вилюйского района конца XIX – начала XX веков, дореволюционными нагрудными должностными знаками вилюйских чиновников, рукописями, а также обзорными картами работ экспедиций, в которых участвовал сам Петр Хрисантович. В ходе экскурсии по выставке желающие могут посмотреть презентацию именем его «Музей наш назван», сделанную Национальным архивом республики на основе редких документов и исторических фотографий. Подбирали экспонаты, в основном рассказывающие о жизни и деятельности Петра Хрисантовича Староватова. Также из нашего музея были выставлены экспонаты, которые собраны Петром Хрисантовичем, и наши раритеты. О жизни и деятельности Петра Хрисантовича Староватова будем показывать видео, презентацию. И Национальный архив Республики Саха-Якутия подготовил виртуальную выставку. Архив республики также презентовал в Национальной библиотеке книгу о жизни и деятельности Петра Староватова. Ответственным составителем сборника выступила Наталья Степанова, заместитель директора Национального архива. На его создание ушел год совместной с администрацией Вилюйского района работы, в ходе которой были выявлены ранее неизвестные данные о жизни героя труда. Например, в документах о своем отце Петр Хрисантович пишет очень скудно. Известно, что Хрисантов Староватов был из алекнинских казаков. Нашли документ 1874 года, подтверждающий, что он жил со своей семьей в Алекнинске, когда Петру было 2 года. Правду о жизни и деятельности Петра Староватова рассказывают архивные документы, которые вошли в этот сборник. Всего вошло в этот сборник 90 архивных документов, из них 85 впервые вводится научный оборот. Значит, раньше читатели не могли знать об этих документах. Мы поднимали эти документы из 40 фондов, из 20 фондов, и поэтому получилось очень солидное издание. Завершилась серия юбилейных торжественных мероприятий с собранием общественности в Саха-академическом театре. На сцене театра зрители смогли увидеть театрализованное представление по ключевым событиям жизни и деятельности Петра Староватова, подготовленного силами коллектива Эльгайской школы. Людьми сфер культуры и образования был внесен большой вклад в продолжение и дальнейшее развитие наследия Староватова, и останавливаться на этом они не планируют. Предлагается присвоить его имя улицам в городах Якутск и Мирный, намечается капитальный ремонт дома, где жил Петр Хрисантович Вилюйский, установление мемориальной доски, ремонт улицы Петра Староватова в селе Эльгай. Планируется постановка одноименного спектакля по повести Николая Якутского. Будут изданы фотоальбом, труды исследователя, создан документальный фильм, организованы экскурсии, пешие походы. Продолжится проведение выставок, научно-практических конференций и других мероприятий. В течение этого года и в Вилюйске, и в Сунтарском Улусе районе прошло множество различных мероприятий. На днях вилюйчане установили памятник и открыли сквер ему. Его именем назван населенный пункт, есть улицы и так далее. Но дальнейшая работа по увековечению Петра Хрисантовича, она, конечно же, будет продолжена. Это человек, который действительно достоин, чтобы мы все якутяне знали его хорошо, ценили, уважали и любили. В ходе подготовки юбилейных мероприятий было поднято множество документов, в том числе и фотографий. Одна из них датируется 1947 годом, когда отмечалось 25-летие Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Эта фотография, сделанная на крыльце Краеведческого музея, легла в основу создания памятника в старом городе Вилюйске. Автором памятника является Афанасий Иванов, директор Вилюйской художественной школы. Присутствующих приветствовали первый заместитель главы района Иван Евсеев, глава города Вилюйска Ян Попов и директор Краеведческого музея Татьяна Афанасьева. В будущем вокруг памятника планируют также разбить сквер. Табу администрация города
Представители администрации города позвонили мне с предложением изготовить памятник Петру Староватову. Сначала мы утвердили эскиз, а потом приступили к работе созданию каркаса, цементированию фундамента, установке и сварке самого памятника. Это моя 5-я работа. В будущем будет создан детский технопарк «Кванториум» на базе Алигайской средней школы имени Староватова. Учреждена ежегодная республиканская премия в области естественных наук. Также будет развиваться местный туризм по маршруту краеведа Петра Хрисанфовича. Планируется организация сетевого взаимодействия с Малой академией наук Республики Саха-Якутия и Вилюйским краеведческим музеем, а также разработка программы совместной образовательной деятельности. Работы по увековечиванию памяти первого героя труда Республики Саха-Якутия продолжатся и дальше.